Очередной смертный приговор в Беларуси, призыв в армию по СМС и белорус, который мародерил в Буче. Быстрые новости недели. Меня зовут Лера Уласик. Поехали. В Беларуси вынесен очередной смертный приговор. Осужденный многодетный отец Александр Таратута. Мужчину супруга Анастасии обвинили в истязании и убийстве своего 3-летнего сына Семена. По словам гособвинителя, родители умышленно создали условия для голодания ребенка, а также умышленно и систематически избивали мальчика. Еще в 2020 году, когда ребенку было всего 8 месяцев, он попадал в реанимацию с сотрясением головного мозга. Мать Семена суд приговорил к 25 годам лишения свободы. Беларусь остается единственной страной в Европе, где высшей мерой наказания является расстрел. А как вы к этому относитесь? Пишите в комментариях. За пропаганду ЛГБТ и Child Free белорусов предлагают штрафовать на сумму свыше 7 тысяч рублей, рассказали в Белпол. Силовые органы подготовили изменения в законодательство, предусматривающие введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и сознательной бездетности. Белоруса, которого в Украине обвиняют в мародерстве в Буче, зовут Сергей Лукьянов. Согласно материалам дела, в марте 22-го, когда Буча была под оккупацией России, Сергей обокрал несколько частных домов. Когда жители Бучи стали возвращаться в город после освобождения, они заметили, что их дома ограблены. Из записи камер наблюдения выяснилось, что один из мародеров – Сергей Лукьянов, который жил рядом вместе с женой и 3 детьми. Местные считали его жертвой белорусского режима и помогали мужчине. Соседи вызвали полицию. При обыске у Сергея нашли несколько велосипедов, дорогостоящую технику и алкоголь, а на заднем дворе закопанные чужие украшения и золото. Сам Лукьянов говорил, что брал вещи из чужих таунхаусов, чтобы уберечь их от россиян и вернуть соседям, или при необходимости выменивать их на необходимые блага для выживания. Сейчас Лукьянов с семьей находится в Польше, где подался на международную защиту. Бывшего политзаключенного Андрея Кудика приговорили к 15 суткам ареста за поздравление Украины с Днем независимости в ТикТок. Кудик не признал себя виновным и заявил, что видел поздравления Лукашенко 24 августа и тоже решил поздравить соседей. Тем не менее, судья Елена Ахметова приговорила мужчину к 15 суткам ареста. Однако после суда вилейского активиста отпустили домой. В Чехии возбудили уголовные дела по фактам пыток более 40 белорусов во время протестов 2020 года. Пострадавшие в Беларуси от пыток и насилия силовиков подали также заявления в прокуратуры Польши, Литвы, Германии, Швейцарии, Украины и других стран. За уклонение от армии можно будет получить уже не 2, а 3 года лишения свободы или химии. Кроме того, власти хотят ввести новую форму повестки – по СМС. Бумажные повестки под расписку могут начать вручать не только по месту прописки, но и по месту работы и месту нахождения призывника. В общем, в любых местах, где человека обнаружат. Законопроект уже поступил в парламент. Власти по-прежнему не знают, что придумать, дабы повысить рождаемость в стране. В школах Беларуси до 2025 года введут факультатив по семейным ценностям. Вероятно, он будет обязательным. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Фестиваль кино северных и балтийских стран «Полночное зянье» объявил фильмы закрытия и открытия. 13 ноября «Полночное зянье» стартует с документального фильма о популярной художнице с Фарерских островов «Сердце Творца». Завершится фестиваль 26 ноября совместным фильмом Дании и Швеции о 2-вековых взаимоотношениях человека и камеры. И сказал король, что за чудо-машина. Скоро организаторы огласят остальных участников. Фильмы можно будет смотреть онлайн бесплатно после регистрации, которая уже доступна на сайте фестиваля. Супербабушка. Белоруска Анна Коновалова живет в Польше и воспитывает 2 внуков. Родители маленьких Вани и Насти – политзаключенные Антонина Коновалова и Сергей Ярошевич. А недавно Анна Коновалова взяла под опеку еще 2 белорусов. Братья Марсель и Тимур переехали вместе с мамой в Варшаву, где получили международную защиту. Однако из-за плохого социального положения семьи мальчики попали в польский детский дом, откуда их и забрала бабушка Вани и Насти. Сейчас женщина воспитывает 4 детей. Ей помогают неравнодушные белорусы. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк этому видео и не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.